Всем доброго утра. Ну что, по традиции, ребят, не изменяем. Кто давно на канале, тот, наверное, знает, когда пересекаем понтонную переправу, которая соединяет две деревни, грубо говоря, мою и следующую. Остановка. Так скажем, кто-то говорил, прощаться нельзя. В общем, здесь такой, знаете, ребят, передых. Как говорится, посидеть на дорожку, потому что дорожка впереди очень дальняя. Идем деревней, то бишь доходим до села, идем селом полностью и заходим в тайгу. Еду на дальняк, ребята, первый раз в этом сезоне. Едем за налимом. Вот. Сразу отвечу на вопрос. Многие спрашивают, не скучно тебе или не страшно одного? Страшно, ребят. Именно волнение присутствует тогда, когда вот я на старте. Когда я уже заехал, когда я уже ночую, страх пропадает вообще абсолютно совсем. Я нахожусь как дома. А вот сейчас именно волнение. Пройду, не пройду. Стоят метели. Потеплело, минус 10. 2 дня уже метет. Тракторенки не успевают деревню чистить. Соответственно, дороги никакой. Загрузка, ребят, не слабая. Сани от Максихода. Макс Эко-Про самые большие, 2,5 метра. Загружены под завязочку. Брикеты, топливо. Понятно. Раскладушки, печки, палатки. В кофре. И так еще в модуле там маленько снастей. Короче, заряжен хорошо. Время 9 утра. Стартуем. Рано не поехал. Сегодня задача пробиться, выставиться. Посмотрим, в общем. Не знаю, еду с ночевкой, ребята. А там поглядим, может, останусь на 2, а может и на 3. Все, полетели. Холодно. Так, все, подогревы включаем, полетели.
Ну что, ребятки, все, я добрался до своей любимой точки. Осенняя база, поворот. Многие понимают, где я нахожусь по осенним роликам. Здесь осенью хорошая рыбалка была. Ну, следы есть, ребят, это мои знакомые Дима, Костя, Сыктывкара, привет. Вот, они недели 2 назад были здесь. Вот, пробивали дорогу. Как бы я думал заметет, ну, думал будут топтать. Местами она, конечно, видно. Ну, как бы так и прошел. Не без приключений, там ручей что-то воду давануло, пришлось кустами там пролазить. Блин, жестко. Но пролез, нормально. Красота. Люблю эти места. Так, ну что, первая локация, ребят, жерлицы. Кидаем жерлицы здесь на налима. Вот. Потом по той стороне чуть-чуть добавим. Поднимаемся выше, комбайны. Поднимаемся выше жерлицы, поднимаемся выше комбайны. Вот такая обстановка будет. И где-то посередине поставим базу. Периодичности будем ездить, смотреть, проверять. Расклад понятен? Поехали. Так, ребят, ну чё? Обычно вот так с краю начинаю и ухожу туда по пляжу. Вот. Здесь можно поймать две проблемы больших. Это зашугованность мест. В прошлом году все было зашуговано. Вообще все точки зашуговало. И вторая немаловажная проблема — это песок, камни. Можно ножи просто потерять в 3 секунды.
ветерок, снег. Такой, знаете, этот пух, блин, самый хреновый снег, я считаю. Так стабильно на двойниках, ребят, налема, что щуку ловлю на двойники. Ничего не меняю. Единственная разница в подъеме от дна. Вот. Но здесь также может быть щука, так что, ребят, поднимаю. Налим тоже с подъема берет, и неплохо, когда он берет. Раз, два. Ну, в общем, как-то так. Живец, ребята, карась сорога. Это очень радует меня, что есть сорожка. У нас шансы в любом случае удвоим, а то и утроим. Карась все-таки зимой уже еле-еле работает, ребят. По перволетке еще да, а вот в такое время, как февраль, уже так себе. Поехали. Первая есть. Вот так вот, ребята. Все чистенько, четенько, ни песочка. Место чистое, не зашуговано. В прошлом году вот эта локация, только вот здесь я, наверное, 3 жерлица смог воткнуть в начале. Весь пляж остальной был зашугованный. А в этом году вообще класс. Не знаю. Прям радуюсь. Ну, на это место ставки очень хорошие здесь по налиму. Вот, одна из основных точек. Ну, правда, снизу у меня еще есть 2 точки. Но я не стал там, ребята. Потому что расстояние получается очень огромное. И кататься там за десятку жерлиц, ну, лишний вот этот туда-сюда, это столько километров наматываешь за рыбалку.
как бы так. Я полем срезал и спустился, потому что берега крутые. Тут уже старится, там ручей. Но я в прошлом году, кто смотрел, тоже я там дорогу делал, мост делал, там кидал. Не знаю, как, конечно, в этом году там все. Вот. И только так объехать. А тут вот обрыв, не знаю сколько, 10 метров. Ты не заедешь и не спустишься. Как туннель. Все, только лед. Там тоже все, чупыжник. Ты не пройдешь. Сейчас будем уходить, там тоже вот такие обрывы. Пляж и с чупыжником. Вот так вот, короче. Все, только река. Вот дорогу надо катать, чтобы была дорога. А тут никого нету, никто не рыбачит, не приезжает. Так, ладно, что, переезжаем. Там штук 5 кинем на противоположном, потому что там тоже такая локация интересная. Вот. Это конкретно по налиму. Я знаю, где можно щуку поставить. Но задача налим, ребят, февраль месяц. У деревни-то одного хорошего зацепили, кстати, там говорили, там сколько вес, маленький, типа какой там 2 килограмма, там полторы нету. В телеграм-канале, ребята, все новости, заходите, фотки, видео коротенькие. Налим весил 2,190, 2,200 в общем. Хороший налимчик, так-то разобраться. Нам больше и не надо, больше и нету. Все, едем. Так, друзья, понимание просто уже есть. Я здесь 1000 лет уже двигаюсь, как бы уже наработок очень много. С каждым годом пробуешь. Вот. Локация тоже рабочая. Локация рабочая. Первым делом сразу не разбурю, ребят. Ищу как бы глубину подходящую по налиму. Да и по щуке вообще на реке у нас не надо ломиться в ямы. Может, в ямах она и живет, но она не кормится там. Надо искать мель. Вот. Порядком, ребят, я даже ставлю 50 сантиметров с-подо льда. Этого достаточно. Отлично. Раз, два. Ну вот лед такой, и вот глубина получается. Самое то, ребята. Сразу ровно встал. Сейчас вот эту полосу я разбурю. Кто тут у нас? Первый. Карасямбик. Давай. Давай, друган. Иди за Никодимчиком. Опа.
Прощал. Ну и вот так как-то. Не всегда, конечно, точки дают, ребят. Сезон урось замечено уже. Вот в этом году осенью налим ходил. Был налим. Возможно, и весна будет. Ну, зима, весна будет по налиму хорошая. Не исключено. А до этого 4 года практически не было налима. Хорошо попадали года 3-4 назад. И замечено, ребят, белые грибы также выходом. Вот 3-4 года назад был жесткий сбор грибов, боровиков. И был налим. И в этом году тоже очень много было белых грибов. Прям очень-очень много. Ну и как бы и налим как будто был. Ну, мне осень понравилась, в принципе. Без налима никогда не уходил. Все равно добывал. Посмотрим. Ну что, второе место, ребят. Ну, противоположно, но здесь тоже точка такая лайтовая. Бывало, здесь давала налима. Все хорошо, ни песка, шуги нету, глубина идеальная. Блин, а. Пока все здорово, ребят, идет. Кстати, вот, даже перевозить удобно. Заряженный бур, уже не снимаешь, как его, шуруповерт, не боишься, что где-то там его кацанет. Так что я очень доволен этим штукам. 11 часов, блин, время летит, охренеть. Вот дела, блин. Ну да. Ну ничего, день удлинился, можно двигаться сейчас. Так, едем до комбайна. Точка комбайнов. Посмотрим, что там. Так, ребята, ну вот это место, одно из местечек, которое бывает, дает всякую рыбу, и головли, и ези, и ельцы, и окуни, и лещи. Короче, вся рыба, даже налима, ну, кроме щуки, понятно, на червя. Вот. Сейчас захожу в центр, там свал, коряжник, от центра начну уходить в пляж. До самого-самого того, где уже будет еле-еле хватать течения, чтобы подхватило и начало затаскивать косу. Ну, сначала чайканем, наверное, что-то разогнался я. Чаечек присутствует. Ну, буду рыбачить на Данрабену, ребят. Сейчас переложу его отдельно, чтобы не доставать постоянно с каждой этой. И все будет огонь. Закрывать. Не замерзло ничего.
дорогая зараза. Сколько, ребят, у вас стоит червь? Интересно. Ну, я как бы нашел выход по 100 рублей. А так, смотрю, 190, 220. Смотрю, даже 250 есть. 20 червей. Охренеть. Ценник. Запасы сделал. Они долго живут в холодильнике. Ни хрена им не будет. Вот и все. Вот такая коробочка, ребята. А это в мусор не выбрасываем. Потом все увезем. Давайте, ребята, ваше здоровье. Блин, снега, ребята, ё-моё. Вот так. Сейчас зашел. Охренеть, блин. Пляжем прошел. На реке воды особо нету. Можно на реке по реке идти спокойно. Ладно, не спешу, что. Расстановка дело такое. Поздно выехал, блин. Ну, до 4 время есть. Я брикеты взял. Думал, мало ли. Первый заезд, думал, где-то встряну, где-то что-то еще. С дровами. Ладно уж. Сейчас разведку сделаю, накатаю, посмотрю сушинку где-то. Потом уже буду понимать, что где-то есть. Ну, там проезжал снизу, валялось. Вот, здесь пока ничего такого не вижу. Относительно. Ну, 3 пачки хватит за глаза. Хорошо. Так, ребят, ну чё, разбудился. Сразу делаю подставку под удочку. Сюда я ее воткну. Вот здесь песок. Лунки подыскосок. Чтоб потом при проверке или при поклевке крючки не цеплялись. Шуги вроде нету. Нормально. Так, погнали. Наших городских. Сейчас на днях перебрал. Все четненько. Так, здесь надо грузик потяжелее. Здесь середина течения мощная. Что-нибудь такое потяжелее. О. В каждом отдельно в пакетике, чтобы не цеплялось ничего, ребят, не путалось. Вот. Ну, в общем, как-то так. Разные удочки, какие нашел, старые. Это, допустим, удочка под балансир. Вот такой жесткий кивок. В свое время находил еще. Сейчас уже нету. Ну, или чупа-чупсы. Леска у меня тут 24-я, что ли. Основная. Поводки 2. Стопорок
Вот, и пошла коса у нас. Коса на камень. 2-3 крючка, ребят, по-разному, в общем. По-разному. Вот, первый поводок, то бишь мы косу регулируем стопорком, и у нас будет держать уже грузило. Первый, второй и третий. На конце вот, дребинка 1,5 грамма, что ли. Использовал раньше мормышки снизу. А что-то мормышки не зашли мне. Ломают налимы их. Вот, я здесь 100% уверен, что здесь течение, ребята, тяга будет. Такая снасть только на течение работает. Так, сказал бедняк. 1000 карманов. Хрен знает, где что лежит. Ну, комбайны такая занятие долгое. Все это не быстро. Как говорится, потихоньку, помаленьку. Все насаживаем. Кто-то, конечно, и на мотыля рыбачит, на обитом. А я на червя. Первый есть. По одному. Все. Вот рябинка нас помогает, во-первых, утонуть всему этому делу. Так. Второй. Руки грязные, конечно, потом все это дело. Ну ничего, потихоньку. Второй, ребята. Что там у нас тянет? Нет. Шуга, что ли? Плохо почистил. Надо чистить хорошо. Сразу же, ребят. Что там у нас? Походу грязно, да? Ну давай почистим тебя хорошо. Вон-ка, потому что подыскосок. Ну да, вон. Сколько еще шуги вылезло. На морозе тоже неудобно. Быстро все стынет. Черви. Все это дело. Смотри, не уходит, а? Не понял я. Шуга, что ли? Ну что-то... О, пробило. Пробило вроде. Да, все потянуло, ребят. Чистить хорошо надо. Ну и третий. Получается, червячок. Крючок. 4 ставить нет смысла. Путаются. Коса. Так. Коса пошла. Все. И грузило, ребят, потихоньку на дно. О, все. На дно упало. Стопорим. Это втыкаем. Солдатики у нас. Оп. Солдатик у нас. Ну и при поклевке должно все затянуть, загнуть. То бишь уже не надо проверять постоянно. Если кивок загнуло, значит есть рыбка. И еще вот на Озоне такие штуки продаются специальные. 10 штук в комплекте. Братулец мне когда-то подгонял. Закрываем. Вот так вот. Не знаю, пока засыпать, не засыпать. К ночи засыпем, наверное. Пока, наверное, не будем. Не сильно холодно. Но потом на ночь уже закопаем. Такой макар, ребята. 5 штук здесь оставляю. Потихонечку, помаленечку. Не особо глубоко, но тяга есть, самый береговой.
Самый, ребятки, береговой. Так, ну что, 5 штучек есть. Отлично. Вот они стоят. Надеюсь, что поклюют, поклонятся солдатики нам. Вот, как и сказал, чупа-чупсы разные, видите, ребят. Но берите самые жесткие. Потому что вот есть мягкие, они течением сгибают. И непонятно, есть там поклевка, нет. Как-то так. Так, ну что, поднимаемся дальше, ребят. Сейчас все закрепить надо. В таком же духе. В принципе. Еще на одну точку поднимемся. Комбайны, жерлицы. Ребята, лоси ходили на броды. Кормятся лоси. Ну, поэтому чупыжнику 1 или 2 точно. Эту иву кушают. Вроде лоси, да. Капец снега, ребята, на льду. Блин, 2 пачки косачей сейчас встретил. Вот тут сидели на березе. Хотел поснимать, улетели. И вот там сидели. На льду смотрите, сколько снега. Охренеть. Ну что, точка, привет. Как ты тут у нас? По старой схеме, ребята, работаем. Жесть, блин. А вот вам и красота. Блин, место зашуговано, ребят. Забито наглухо. Может, кто-то не понимает. Это получается каша снежная. Не снежная, а ледяная. С подо льдом. Когда лед встает, он же не сразу замерзает. И вот потом забивает и прям вплоть, не знаю, может даже и до дна. Может какой-то слой. Ну, снег вниз спускаю, насколько максимально. И кручу, и вся вот эта хрень выходит. Блин, ну это здесь прям вот как раз место классное. Вот, блин, а. Я на это место, на комбайне очень как сильно рассчитывал. Но нифига. Так. Ну здесь недалеко жерлицы сейчас. А комбайны. Комбайны ниже. Да. Есть там еще. Можно попробовать в одном месте. Блин, зараза, а. Ну ладно, что. Блин, так тихо, спокойно. Никого. А снегу, ребята, это труба. Если еще поднавалит сантиметров 20-30, жопа будет. Ну, буксировщик едет, скажем. Ну, тяжко ему. Корыто огромное, сзади тяжелая. Ладно, время терять не будем. Чай пью и сюда вниз на жерлиц. На лимню тоже бровочку поставим.
Ну что, ребятки, отстрелялся. Все готово. Вторая партия комбайнов на новом месте. Здесь никогда не ставил. Место тоже перспективное. Вот. Интересное. С этой стороны песок, там коряжник. Ну, как бы он тут расширенный такой, как полив идет. Вот, потому что по тому краю бывало жерлицы ставил тоже. Ну, там почему-то шурагайки всегда вот попадались. Крупной щуки не было. Я вот за это место и говорил, что есть местечко здесь недалеко по щуке. Вот конкретно по щуке. Так, итого 10 комбайнов, 5 там, 5 здесь. 10 жерлиц на налимной бровке. 9 жерлиц на налимной бровке. И на противоположном 6. Того 10 комбайнов и получается 25 жерлиц. Для кого-то это много, для кого-то это мало. Ребят, это поиск глухозимья. Поставить 5 жерлиц и 2 комбайна, ничего у вас не выйдет. Тем более у нас. Замотался, если честно. Вот. Посмотрим, не знаю. Утрянку, естественно, я прозевал. Время 1:30. Ну, время как раз хватает поставить лагерь. Катался, думал, где поставиться. Поставлюсь, наверное, ребят, я там, в Курье, если воды не будет. Сейчас заеду, посмотрю. Там как бы, ну, все равно он кружит местами. Там ветрища, здесь вроде более-менее поворот. Туда едешь, там тоже ветер. Вот так. А там как бы как раз вокруг деревья, обрыв. Все равно там как защита будет. Мало ли ночью раздует. Хотя понижаться температура должна. Завтра уже там 25 градусов. Достали мороза. Вот такая бы погода стояла, ну можно двигаться, заниматься. А в 20 градусов насадить ты не насадишь, блин. Все пристынет махом. Ладно, посмотрим, что, ребят. Как бы первый выезд в этом сезоне. Ну, на реку. Ну как первый? Второй уже. Возле деревни-то тоже выезд был. 2 налимов-то мы видели. Так что как-то так. Никого нету. Ни дорог, ни буранок. Никто не ездит. Холодно. Да и вот тут как бы особо никого никогда и не было. Я всегда здесь один рыбачу. Далеко, во-первых, от деревни. Во-вторых, не каждая техника сюда проедет. Там, ну, так, стандартная мотособака, я имею в виду. Там какая-нибудь 500-очка. Тяжко будет. Да и как бы этот. Таких заядлых ночников, налимятников у нас нету. Рыбачат, но не ночуют. Хотя палатки все, в принципе, у многих есть. А это даже атмосфера, ребятки, понимаете? Это же процесс. Да, он целый день убил на чисто на расстановку по катушке. Ну а как? Это вспомогает, что шуруповерт. Кстати, я выставился возле деревни, ребят, 20 лунок. Я не заряжал батарейку. И сейчас получается 25. 45 лунок. Комбайны под искосок. 45 лунок, как бы. Он крутит, даже еще даже не думает, что там слабину какую-то дать. Девольт 96, ну 996. Последний из магикян, как говорится. Все, поехали. Перекусить охота, жрать, это честное слово, ребят. Сил из-за этого, наверное, нету. У меня сало копченое есть. О, клюет, ребят, прикиньте. Охренеть. Сижу. Да, точно клюет, долбит. Ну, понятно, тут, значит, я что-то нарвался, может, на ельца. Или еще кого. Днем, блин. Стоят вроде, молчат. Не кивают. Обычно на технике подъезжаешь, рыба боится и начинает долбить. Ладно. Давайте. Поехал, ребят, наставиться. Может, снегом, блин. Мама родная, блин. По колено. На реке поменьше, все равно
знаю, я окапываться здесь, лопату-то взял. Блин, вообще труба снега. Да. И многие скажут, типа, зачем чистишь? Я обычно вот катаю техникой. А он как крупа, ребята. Понту нету. То, что я его накатаю, он даже не уплотнится. Ну, понятно, что я его затопчу, но потом будешь ходить там как по матрасу, в общем. Решил почистить. Если завтра буду оставаться, вода если будет, перееду. На реке намного меньше. На реке вот столько снега. Здесь 2 раза больше. Задуло здесь нормально так. Короче, надо, ребят, перекусить. Что-то движухи нету. Палаточку поставим уже. Сегодня берега взял маленького, МФП-2. Печечку небольшую. Короче, уютненько там будет у нас. Вот. Ну вот видите, там обрыв огромный. А здесь вот типа как пятак такой. Ну, все равно ветра поменьше. По прямой, если где-то будет дуть, то хреново. Там думал, может быть, встать. А здесь как-то так спокойнее. Я здесь частенько, вот здесь мы и базируемся. Как бы такое место, как для лагеря, короче. Ладно. Блин, ни стула, ничего нету. Раскладушка есть, кстати. Да ладно, так как-нибудь по-спартански. Вот что есть, ребята, сальцо копченое. Сейчас хлебушком как дам. Такой ножичек у меня, подарок от архангельской братвы. К-110. Шикарный нож. И чернявенького. Сам Бог велел. Сейчас сальцо вмажу, и сила сразу будет, ребята.
Что, прежде чем лунку сделать, надо яму откопать. Ходишь, буксуешь. Все равно не выспался еще сегодня, блин. Ну вот, ништяк. Пустил дыма, ребят. Ну, чтоб уже что-то как-то. Тут можно было, понятно, дверь настежь. Ходишь пока, таскаешься. Вот, полы, ребят, я летние снял. Хотя, как бы они у берега, видите, какая высота. Это, кстати, очень круто. Потому что вот подобные у меня были палатки. Молния была снизу. Все примерзало, хрен снимешь. А здесь он прям такой бордюр. Ну, теплее бы было, но я считаю, понту от них не будет. Как бы. Лед. Короче. Они промокнут и так себе юбку закопал, короче. Спальник теплый, нормальный. Не холодно. Не мороз 30 градусов. Все. Ладно, стол сейчас поставлю, да. Надо все тут занести. Сейчас темнеть уже будет.
смутные сомнения, ребят. Вот поехал, когда я показывал вам следы лося. Знаете, такое ощущение, что как будто волки, блин. Что-то не особо сильно он проваливался. И лось чиркает, как бы, потому что снег высокий. А тут этот... Надо потом сейчас поеду на проверку. Надо будет поподробнее посмотреть. Волков нам тут, конечно, не нужно. О, тут стол прям, ребят, прям идеально будет стоять. Прям тут и был. Опа. Опа. Сейчас вот обживемся. Нормально. Да, это не на избу приехать, конечно, ребят. Приехал, печку затопил. Все готово. Тут надо все готовить самому. Как бы так. Опа. Опа. По-другому никак. Коврики вот эти его очень мне выручают. Нравится. Под что-то даже. Вот сейчас на льду брикеты будут. А они хоть не промокнут. Как бы, считай, класс. И, кстати, по брикетам, ребят, сразу. Вон, на ВБ сухой спирт. Ну, сухой горючий, сухой спирт. Вот. Брикеты тяжело завести. Их надо постоянно долго греть. Как бы, или зазубрины какие-то делать. Вот, рядом положили, подпалили. Все, они схватываются моментально. Классный лайфхак, кстати. Не лайфхак, а как бы так. Я знаю, что многие как бы отапливаются брикетами. Вон, взяли вот эти вещи. 2 таблетки, одна даже таблетка, все готово. Заправлю технику. Сразу приберу, сейчас стемнеет просто. Ездить, проверяться. Когда высохнешь. Подъело топливо, да. Понятное дело, сколько проехал-то. Ну вот и на обраточку. И покататься хватит еще. Нормально. В тесноте, как говорится, ребятки, но не в обиде, да? Сейчас сразу расстелюсь, чтобы все грелось. Все уже четко было. Пенку кинем, подушечку кинем, пальник развернем.
Пускай греется. Пускай греется. Так, все готово уже было. Не заморачиваться ничем. Вот так вот. Все, грейся. Парень, грейся. Красота. Так, что тут у меня? Вентилятор. Вентилятор я не буду ставить. Палатка маленькая. Ни к чему. Вон, класс тоже. Гермосумки, ребята. Ух, ну, снег, дождь, вода. Вещи никогда не промокнут. Так, пока тамбурок пускай будет. Закроемся. Ну, в принципе, все, ребят. На улице прибрался. Там все, что такое. Что-то кашлять начал мне. Такое не нужно, как бы там. А на проверку уже все приготовил, технику заправил. Ну, в принципе, все. Смотрите, как четко, ребят. Да, здесь по-хорошему, в принципе, можно вдвоем даже заночевать. Тесновато будет, конечно. Вторая раскладушка. Тут маленький стол есть какой-то, ютится. Вот так есть тамбур. Здесь, в принципе, какие-то вещи от снега тоже, да, можно. Дрова, брикеты занести. Вот. Тут еще много места. Ну, вот так, если разложиться, то понятно. Карманы есть, окна, везде крючочки есть. Вот. А единственный минус этой палатки, ребят, она темная. Вот даже еще на улице еще светло, в палатке уже темно. Как бы, ну, берег камуфляжная, вот, что вот ФП-4, что ФП-2. Как бы она не для рыбалки с палатки, я так считаю. Ну, как бы можно, почему, да? Фонарь подвесил, да сиди. Но темно, днем даже темно. Потому что материал темный. Хотя есть башка светлая, вон, видите, все равно башка светлая, небольшая, правда, но есть. И тут крючочки, и даже есть. Сетка хоть маленькая, но есть. Вон, перчатки положил, они и то там уже высохли. Как бы, ну, вот даже вот эти нюансы мелкие, но молодцы. Ну, вот только темно в ней. Че, чайку надо хапанем, ребят. Перед сумерками съезжу, проверюсь. Так, прокачусь просто. Потому что хочу раздеться, полные сапоги снега. Все сырое. Хочу подпросушиться. Ну и, наверное, еще потом раза 2-3 съездим. Такие дела. Так, все вроде сохнет. Все хорошо. Сейчас добавим червей. Коробочку еще. Ну да. А на баночку будет бахнуть. Так. Баночку бахнем. Бахнем. Досочку можно достать сразу сюда. На столик. Нож бросим. Масло не замерзло. Класс. Хлебушек. Котлетки, ребята, у меня сегодня. Котлеты с червями лежат. Нормально. Сладенькая водичка. Попить. Салфетки достанем. Влажные. Так, ничего особо не брал. Рыбу поймаем, пожарим рыбу. С голода не сдохнем, как говорится.